Здравствуйте, уважаемые телезрители. Эфир АЛЛАТРА-24. Продолжает программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. Вчера и сегодня в Бишкеке у посольства США проводится митинг. Экоактивисты требуют, чтобы суд Нью-Йорка справедливо рассмотрел иск о признании Кумтор Голд Компани и Кумтор Оперейтинг Компани банкротом. Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка должен повторно рассмотреть иск сегодня по бишкекскому времени. Дело Кумтора. Тема программы «Еще не вечер». У нас в гостях академик Национальной академии наук, заслуженный деятель науки, эколог Бимирза Токтуралиев. Здравствуйте. Приветствую вас в студии АЛЛАТРА-24 в программе «Еще не вечер». Я знаю, что вы тоже наравне с гражданскими активистами, экологами принимали участие в митинге. Скажите, пожалуйста, каковы требования вы выдвигали именно у посольства Соединенных Штатов Америки и как подобные гражданские акции могут повлиять на такой серьезный процесс? Да, вчера мы были у посольства США города Бишкек. В целом акция против Центеры прошла очень успешно. Многие, молодежь, которые действительно борются за нашу экологическую чистоту, за нашу страну, дальнейшая судьба, как будет. Поэтому мне было очень отрадно, что они активное участие принимают. И там были определенные средневозрастные, аксакалы были, другие. И я думаю, такие акции должны в первую очередь продолжаться, потому что все-таки каждый раз, когда уже продолжается, тогда в сознании людей уже останется, надо этому присоединиться. Рано или поздно должно быть в лучшую сторону. И Люди надеемся, могли выразить свою гражданскую позицию, да, встать на защиту своей страны именно по экологии Кумтора, да? Но мы знаем, что было принято решение о денонсации соглашения с этой компанией, и потом уже были требования выдвинуты, чтобы возместить экологический ущерб, и сумма была названа. Скажите, пожалуйста, вот почему правительство наконец-то нашло такую политическую волю в себе, руководство нашей страны, для того, чтобы все-таки все точки подставить над «и» по поводу разработки этого месторождения? Ну, я думаю, что новое правительство наше с президентом Адыром Нургазовичем приняли решительный, шаг, пошли на это, потому что дальше уже не было ждать или что-то хорошего. И поэтому, я думаю, с этим будет, наверное, много изменений, потому что надеемся на суд, который будет завтра проходить в Нью-Йорке. И там обязательно надеемся, что примут правильное решение в пользу Кыргызстана. А потом все-таки экологическая ситуация вокруг Кумтора и вообще по стране, она является наиболее актуальным. И с одной стороны. С другой стороны, если будет такой подход, то, который было до этого, оно будет трагически. Потому что все-таки окружающая среда, экология, экосистема одно и то же. Если будет окружающая среда хорошая, будет здоровье людей, будет животно-растительном балансе существовать. А если нет, который вот до этого был уже в Кумторе, невозможно будет потом восстановить. И недаром говорят, что если, скажем, за каждый неразумный шаг природа мстит очень сурово человечеству. И вот это наступает. Посмотрите Сахару, там другие зоны. Сейчас изменение климата настолько... Сегодня смотришь, вчера было 40 градусов, сегодня смотришь резкий 15 градусов. Как это так можно? Поэтому все к этому мы довели нашу окружающую среду.
до этого состояния и дальше будет, если в таком же духе будем продолжать, не бороться, не защищать природу, не защищать окружающую среду, чтобы действительно людям жилось хорошо, потому что Кыргызстан является уникальной страной по красоте и по биоразнообразию, и по, значит, чтобы, ну, для того, чтобы быть долголетним. Говорят, что Кыргызстан – это вообще центр мира. Ну, с этим можно поспорить, но тем не менее, вот руководство компании Кумтора многие годы информировало население нашей республики о том, что их компания соблюдает все правила экологической безопасности. Но расследование специальной комиссии показало, что экологии Кыргызстана нанесен колоссальный ущерб. Давайте еще раз поговорим о том, с вашей точки зрения, деятельность рудника, какой нанесла ущерб именно экологии нашей страны. Сейчас уже все уже убедились о современном состоянии Кумтора. И нас не устраивает такое отношение к нашим горам, к нашим природным ресурсам. И вследствие этого, конечно, я думаю, здесь, видимо, наверное, в политическом плане допустили ошибку. Ранее, да. Если позволили. Да, позволили им и допустили. Ну вот, когда нет уже самовольно начинают и преграды, этих нет запрещающих, они еще больше нарушают шаг за шагом. Вот такие вот за четверть века мы получили современный Кумтор. И мы уже лет 10-15 тому говорили, что трагедия будет с Кумтором, очень большая трагедия. Рядом с Иссыкуль, рядом Нарын. Правильно, в этом отношении. Сейчас посмотрите, некоторые видовые составы флоры и фауны оттуда ушли уже. Их уже не вернешь почти. Можно посчитать. Это растения, это животные, насекомые. Да, дисбаланс уже. Вот даже насекомых, я примерно думаю, где-то из насекомых 20-30 видов уже нет. Раньше, если были, вот, хотя, конечно, насекомые больше всего, это 3 миллиона видов, из них класс инсекта, но из них уже в Кыргызстане, которые занесены в Красную книгу, они уже уходят. Поэтому международные организации, конечно, по охране окружающей среды очень возмущены. И поэтому мы также, вот, хотя заповедников у нас с каждым годом больше становится, но, как сказал Роберт Рождественский, чем больше мы охраняем окружающую среду, тем меньше становится она. Просто охраняйте. И тем более ущерб, вот как Кумтор, скажем, вот сейчас в Чаткальском районе допускают некоторые уже, чтобы не повторить Бузумчаке, скажем, и Штамберди и в других местах, вот, должны из этого извлечь урок на будущее. Ну, когда мы говорим о безопасности страны, конечно, возникает вопрос экологической безопасности, и на первый план выходит это сохранение ледников. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии находятся сейчас ледники именно на Кумторе? Ну, ледники, конечно, сейчас Давыдова, например, возьмем, ледник, расположен примерно более 4000 метров высота над уровнем моря. И мы там уже нарушили ту экосистему, ту экологическую нищу для ледников. И сейчас уже по некоторым расчетам движение ледников, вот, например, летом до 10 сантиметров идут уже вниз. Понимаете, это уже катастрофически будет, в том числе в сторону рабочей зоны. Раз 10 сантиметров, она хоть 2 сантиметра, она будет все равно чувствоваться. Вот эта масса с таким объемом, с таким весом, она будет каждый раз давить. Мы точно нарушили эту систему. А
чтобы избежать, то я, например, читаю выступление, скажем, президента Комторопа рейтинг компании, да, Даниэль. Ну, он говорит, все у нас нормально, все контролируется. Но нет, потому что комиссия из нашего правительства, которая была составлена, они провели тщательную работу и оценили, ну, например, даже ущерб, экологический ущерб более 2 миллиардов, например, примерно миллиардов американских долларов. Вот теперь, потом, что можно еще сказать? Ну вот ледники – это же запасники пресной воды. И если они будут вот таким варварским способом разрушаться, то не только Кыргызстан может остаться без пресной воды, но и страны Центральной Азии. Это так? Это, конечно, в первую очередь Узбекистан, Казахстан. Ну, Таджикистан более-менее, у них есть водные ресурсы. И в этом отношении тогда будет изменение климата, если скажем. Раньше изменение климата за 100 лет определяли наши ученые, выявили зависимость на 2 градуса изменения потепления климата за 100 лет. А сейчас посмотрите, и вот в Китае, скажем, в других странах тоже именно влияние резких изменений климата, появились вот эти пустыни, Таклама-Клан и другие. И теперь, ну, скажем, уйгуры, да, Синьцзянская провинция, чтобы добыть воду, аж с гор спускают, и вот по следам Руси просто буквально роют ямы и до 30 до 20 метров туда. Представьте, чтобы получить воду. А мы готовы, не можем оценить вот ценность. Ну вот деятельность рудника Кумтор, конечно, внесла, да, свой негативный такой вклад в экологию нашей республики, но в то же время различные ситуации, которые возникали вокруг Кумтора, они также повлияли и на здоровье населения близлежащих населенных пунктов. Да. Скажите, пожалуйста, есть такие факты? Да, есть такие факты. Вот всего, значит, по Кумтору после аварии той погибли 19 человек. Да, вот. После Борскауна? Борскауна, да. Многие стали инвалидами. Это было много лет назад. Ну, это было 90-е годы. В 94-м или 95-м году, да. И, конечно, сейчас, хотя сделали много, может быть, построили новые, но это не помогает, потому что все-таки зараженная почва, зараженные водные ручьи и другие останутся на несколько лет. Вы сказали о том, что вот мы не смогли предотвратить нарушения именно в части экологии со стороны компании, да? Но есть примеры, когда и другие страны поступают точно так же, как поступило в этот раз наше правительство, и они денонсируют соглашения с компаниями, которые также явно нарушают экологию. Ну, конечно, есть такие, значит. Очень много было сделано, например, в Монголии. То же самое работали канадские компании, в том числе знаменитые, известные, в том числе и в Чили, например. И вот сейчас ученые ищут, чтобы как работать нормально, чтобы балансированная система работала, скажем, добывали руды, и чтобы спокойно людям жило. То есть экологический баланс. Вот здесь. Это очень имеет важное значение, потому что все-таки мы хотим или нет, вокруг этого все равно
самый последний результат должен быть здоровье людей, чтобы люди могли жить спокойно, в достатке. Это связано еще и экологическая, то есть в конечном итоге экологическая ситуация, проблема, она складывается из пищевой безопасности, например, биологическая безопасность. В итоге все это складывается, приходит экологическую безопасность и, в конечном счете, здоровье людей. Таяние ледников Давыдов и Лысый – это процесс необратимый, говорят ученые. Но вы сейчас сказали, что необходимо соблюдать экологический баланс. С одной стороны, компания, которая добывает золото, она должна получать прибыль и продолжать разработку месторождения, но с другой стороны, необходимо и соблюдать экологические правила. Скажите, пожалуйста, вообще возможен ли баланс? Или если нарушаются грубо экологические правила, то нужно совсем отказаться от добычи какой-то определенной части руды? Какова мировая практика? Я думаю, раз сейчас столько лет уже разрабатывает там руды, золото, необходимо вот это движение летом на 10 сантиметров идет к рабочей зоне, это очень опасно. И поэтому, видимо, наверное, надо изменить технологии добычи. Туда не надо идти, изменить. Ну, конечно, в первую очередь хорошо было бы, если подземные разработки были бы. Конечно, она стоит дороже, но здоровье людей и здоровье экосистемы там в первую очередь надо ставить. Деньги-то, золото мы можем найти и в других местах. Я думаю, в этом отношении надо новые технологии совместно с учеными подумать, спроектировать. Космические съемки есть ежегодно, что еще, какие изменения. Мы имеем информацию. В этом отношении надо собраться и решить, прийти к какому-то мнению. Огромное спасибо, что вы пришли к нам в студию и выразили свое мнение, что все-таки здоровье людей, населяющих нашу страну, это самое ценное, что есть у государства. Уважаемые телезрители, напоминаю, что мы беседовали с академиком Национальной академии наук, заслуженным деятелем науки, экологом Бимирзой Токтуралиевым. Оставайтесь на Ало-24. Всего доброго.